На сцене чеченского театра идут последние приготовления. Безостановочно идут прогоны сцен, и это большая ответственность. Возродить заново легендарный спектакль Абдулхамида Хамидова «Боже Али», точнее посягнуть на легендарное произведение. Любимое народом творение драматурга, которое на протяжении полувека радовало нас, смешило, заставляло забывать о своих бедах и несчастьях. Я для себя просто в каждой фразе открывала вообще уклад, характер, традиции, силу духа, юмор, смекалистость, остроумие, отчаяние, желание прийти на помощь. Вот именно такие черты характера нашего народа. Именно вот в этих каких-то крылатых фразах, в каких-то пословицах и поговорках, просто вскользь брошенное слово. Но там такой красивый, сочный чеченский язык. Сейчас, к сожалению, так не говорят. Но я ничего не ставила в своей жизни Хамидова вообще никогда. Это первая постановка, первые пьесы, которую я ставлю Хамидова. И почему? Потому что в этом году ему 105 лет. В этом году ему исполняется 105 лет, и все его родственники, они будут на премьере этого спектакля. И Зулая Хамидовна обещала, но сейчас она не может, приедет уже как-то позже, в следующий раз. И я рада, что к его юбилею мы воссоздаем вот этот спектакль. Спектакль «Боже Али» стал классикой не только чеченской сцены. Его ставили в Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Пьеса Хамидова была переведена на русский, турецкий, арабский и другие языки и поставлена на сценах театров Турции, Иордании, Сирии, Татарстана, Башкирии. Это не просто комедийная пьеса. Она стала спасительным глотком воздуха, тонувшего в бесправии чеченского народа, ущемленного в своих правах на жизнь, униженного ссылкой и репрессиями, оболганного самым ложным и несправедливым обвинением в пособничестве фашистам. И то поколение, плечи которого были опущены от стыда, и глаза их, привыкшие смотреть не прямо в лицо, а только себе под ноги, приняло этот спектакль как дар Всевышнего. Хотя на первый взгляд эта пьеса всего лишь история, высмеивающая проблемы обычной советской семьи, где идет борьба героев пьесы за сохранение старых традиций в строящемся идейном советском обществе. Эта пьеса заставила суровых и сгорбленных своими бедами чеченцев громко рассмеяться, и причем над своими же недостатками. Конечно. Вот как бы это вы замахнулись Да. на классику. Да. Но на самом деле 10 лет назад еще пришла идея восстановить этот спектакль, поставить с другим составом, с молодыми. А потому что по пьесе у Хамидова «Боже Али» там 35 лет, Молодой, да. Зулай 30 лет, 50 лет, Мэйми, но они молодые достаточно. Другое дело, что в те годы люди выглядели взрослее, наверное, потому что ответственнее были, поэтому и выглядели взрослее. Да и жизнь была сложная. Тем более это после Казахстана людям пришлось очень рано взрослеть и рано стареть. Когда пришла эта идея, все-таки я почувствовала, что нет, наверное, надо подождать, потому что все-таки и Давлет Мирзаев, и Зулай Багалова, они были еще в достаточно хорошей форме, несмотря на то, что уже были взрослыми, возрастными. Да еще и была другая версия спектакля Руслана Хакишева, где играет Азаев и Муртазалиева и Джамаев. Но и в этом случае все-таки они тоже уже они старше, чем по пьесе у Хамидова. Но все-таки я решила немножко подождать. Потом каким-то образом, я не помню, вот я сидела на репетиции, шел вообще репетиция совсем другого спектакля, и к нам приехала из Москвы и зашла Зулай Хамидова, сестра Абдулхамида Хамидовича Хамидова. Я ее поприветствовала, она посела на репетиции и сказала: «Хава, поставь спектакль с молодыми артистами.
все-таки они должны быть моложе. И это для молодых артистов очень полезно. И у тебя есть старший состав, который может подсказать им, сказать какие-то напутственные слова, настроить их на правильную волну. И я ей сказала, ну я сейчас как-то не совсем готова. Она говорит, ну хорошо, когда будешь готова, обещай, что ты поставишь этот спектакль. Я ей обещала. Ну вот через 10 лет, прошло с тех пор 10 лет, и я свое обещание, данное Зулае Хамидовне, я вот хочу сейчас сдержать. И тем более, что наши актеры мечтали, вот наш молодой состав артистический мечтал, чтобы мы этот спектакль поставили с ними. И, ну, сейчас многие ушли из жизни, к сожалению, да, но жизнь такова, человек смертен, и мы уйдем. Но спектакль этот должен жить. Где? А ты что, вот в этом? Чувствуется некое напряжение на лицах артистов, ведь им предстоит возродить этот спектакль заново, вдохнуть в него новую жизнь, сыграть героев спектакля «Божали», в которых мы неизменно видим тех прошлых корифеев нашего чеченского театра Муталипа Давлетмирзаева, Тамару Алиеву, Зулай Багалову, Альви Дениева, Асет Исаеву, Юсупа Идаева, тех самых артистов, для которых Абдулла Хамидов и писал все эти роли. Любил актеров очень. И первый вариант «Божали» прямо на актеров писал. На Сутарби, на Денеева там. «Божали» играется несколькими поколениями. Первый вариант «Божали», скажем, играли Давлетмирзаев, Султан Гулиев, играл Юсуп Идаев, Тудаев. И вот последний вариант, значит, Азаев Хамид. Он играл Божали, Сутарби, играл Муса Чандаров и Амран Джамаев. И одноактная пьеса играет самодеятель из народных театров. Вот. То есть он остается, он живет. Мы не всегда принимаем фильмы-ремейки на любимые с детства кинофильмы. Смотрим, сравниваем, а потом даем заключение, что раньше было лучше. Артисты были другие, и это совершенно не то. Спектакль «Божали» ставили маститые театральные режиссеры Петр Харлип, Мимол Салцаев, Руслан Хакишев. С этой постановкой чеченский театр объездил много стран. И самое, во что сегодня никто бы не поверил, с этим спектаклем театр объездил всю республику, где сельские клубы ломились от того, что не могли вместить в себя всех зрителей. Давали спектакль даже под открытым небом, в поле, забравшись на бортовой грузовик, служивший для артистов сценой. Сегодня и условия в театре лучше. И ездить по колхозам и кошарам артистам уже не надо. Все сделано для того, чтобы они трудились и создавали свои образы в комфорте. Ну а мы, как говорится, все в предвкушении того, что же нас ожидает на этот раз. Здесь мы попытались вообще все, чтобы было по-настоящему, соответствовало тому времени. Например, вот такое зеркало. Все искали на каких-то блошиных рынках, даже актеры привозили. У Божали в комнате висели портреты дяди и отца и деда. На этот раз тоже дядя, отец и дед. На самом деле мы взяли фотографии, нарисовал наш художник. Это Ярагы Зубайраев, это Муталип Давлетмирзаев, это Дагун Амаев, Далгештовец. Потому что этот спектакль, это не просто комедия, это спектакль подношения, это спектакль посвящения. Да, и поэтому вот такая история. Здесь можно покрутить сцену, крути, медленно. Сейчас хочу показать вам, сейчас она крутится, выключу свет. Приемник тоже настоящий, кстати, он работает, и в спектакле будут песни Эмрана Усманова, тоже в память о нем, о нашем любимом, дорогом. Вот обратите внимание, например,
тех времен, ну, сделали. Вот стена, одна из стен. Здесь будет, значит, такой козырек, улица Абдулхамида Хамидова, дом 105. В этом году 105 лет, юбилей автору этой песни, нашему великому драматургу, писателю Абдулхамиду Хамидову. Это комната с Синкером, где будет проходить комната Сутарби. И обратите внимание, крути. И обратите внимание, у него портрет исполнителя, первого исполнителя роли Сутарби Альвидиниева. Тут еще будет много всего. Это вот такая сцена. Настоящий сундук. Обратите внимание, настоящий, абсолютно что ни на есть. Машинка немецкая, Зингер. Ножная машинка Зингер. Она, кстати, рабочая. Она рабочая. Махеровый шарф. Классика советского. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, тут какие-то стулья будут, конечно, заменены. Этого стула не будет. Этого стула тоже не будет. Ну, современных стульев не будет. Это пока еще в работе. Декораторы работают. Дальше крутим. Крутим сцену. Ну, за окном пейзаж такой вечерний, как и полагается, Синкером, потому что всегда вечером проходит. Но традиционно стадик с кумганом, когда можно сделать омовение. Здесь будет тоже козырек такой, улица Альвидиниева, дом номер 93, потому что в этом году ему исполнилось бы 93 года. Это картина «Ферма». Это картина «Ферма», обратите внимание, все здесь. И транзистор, столы, вымпел, плакаты, растяжки, фляги, все настоящее. Абсолютно все настоящее. Даже, обратите внимание, мы даже учли такой момент, ручки на дверях. Вы знаете, с каким трудом мы нашли эти ручки? Но зато они настоящие и старинные. Петли, ручки. Ну, еще, здесь еще, конечно, работа идет, все еще не до конца. Но, во всяком случае, есть еще один момент. Здесь на ферме по радио звучит голос, что вот доярки заняли первое место. Я попросила найти Розу Эльмурзаеву. Она оказалась во Франции у дочери. Так она нам прислала текст, голос, и по радио будет ее голос звучать. Здесь будет козырек, улица Муталипа Давлетмирзаева, дом номер 86. В этом году первому исполнителю роли Бож Али исполнилось бы 86 лет. Вот так вот мы этот спектакль посвящаем великим артистам, великим драматургам. И вообще людям, которые тогда жили, нашим папам, мамам, дедушкам, бабушкам. Рамзан Умаев, заслуженный артист Чеченской Республики. Сулейман Ахмадов, народный артист Чеченской Республики. Скажите, вот вы два артиста, на вас большая ответственность сыграть вот такую звездную, легендарную роль Бож Али. Насколько это для вас важно и насколько это важно вот для людей? Ваша миссия такая, сыграть Бож Али. Ну, на самом деле, я очень рад, что, например, я не один на этой роли, что я дублирую с таким великолепным артистом, народным артистом Сулейманом Ахмадовым, потому что ответственность, она как бы на 50% уходит, и мы вместе работаем над ролью, помогаем друг другу и со стороны наблюдаем. Но я так скажу, цели такой, прыгнуть выше головы или там заново изобрести велосипед, у нас такой цели нету. Главная цель – это вернуть любимую комедию нашему народу. А мы постараемся как-то не ударить лицом в грязь, и чтобы народ нас не закидал помидорами, постараемся как-то максимально сохранить то, что было придумано, и то, что было представлено зрителю еще тогда, когда этот спектакль полюбился в начале. Что получится, посмотрим, время покажет. Царсан дик из тунюк ахват нир и хаттар отцол нахан бойзан запомнит бин бола царчул чогвай гелурютия царк хойсан бол нах вайти юцар дуйтия бокш и хаттар феттиртха
Но тхо царах эмш хадах канду цер мощно школ хилла советские. Юх цер худара уж цухен нарбар цуюк ирбар да цухен нах болша цар мадар алчи шенгвант хадик дагоич баруш. Атхуна мел дек хизари эларит ирхаду уж сан цухен нарба цано تخشترت بالخ بين خلر بحندولش صارت كندوق قاهم ديتن عامل خلر بحندولش إشت صباغ بالور بو علم خيط تخش شينوك إردات سعناخن هر بيس نكوم مايوي أخدوك تيش تتخد تيوي سردوا. На самом деле даже декорации, костюм, все остальное мы максимально сохранили, то, что привык зрители видеть. Единственное, актеры поменяются, ну, будут духового зрителя, который приходил к нам в театр в последнее время, они видели, уже привыкли видеть постарше артистов, но Божали, это Жимста Гуиз, молодой, 34, Люцинки, Ханяцин, Зулай, Киги Мабай, и поэтому трун удобно ду отсдя. Но цег хижем был нахана, цег хижем сам де халкин был нахана, халга хитта, сам мела ниловка ду. Да. دلا تريك دلو جديد خبال بويز ها سوي دلو داس ليشات ارتيستي شيء هو دلا حجويز تكون غادي عشان ريجيسور بوتيوك علوزين البقي نش بوتسار او دوا حبوه تكون خال داس كشت. Весна в Чеченной Ингушетии приходит с севера. Поднимается из долин на севере в горы на юге. Старинное село Старые Атаги. Удивительное, давшее Чеченской Республике десятки талантливых писателей, артистов, врачей, учителей, спортсменов. Здесь родился и вырос первый режиссер чеченского художественного и документального кино, скульптор и художник Илес Татаев. Первая чеченская летчица, парашютистка Лялина Суханова, Халид Ашаев, Махмуд Эсамбаев, Муслим Магомаев – все родом отсюда, из Старых Атагов. Кстати, первый исполнитель роли Сутарби из спектакля «Божали» тоже староатагинец. И, конечно же, свой отдельный пьедестал среди них занимает человек необычно талантливого дара и широкого творческого диапазона Абдулхамид Хамидов. Поэт, прозаик, драматург, переводчик, прекрасный знаток чеченского языка и народного фольклора, который он щедро использовал в своих бессмертных произведениях. Цитаты из них сразу становились крылатыми и уходили в народ, который до сих пор считает, что они, эти фразы, вышли из народа. Божали – это его вершина творчества, его вершина, я бы сказала, чеченского театрального искусства. Говорить о народе, писать эту пьесу о народе, надо быть внутри народа, общаться с ними. И вот общаясь и имея его знаменитый блокнот, когда у него сию секунду появлялась мысль, или где-то какой-то он видел, можно сказать, сюжет в общении наших, скажем, стариков, тех времен, соседей, если хотите, на свадьбе. Все это он записывал и оттуда брал, то есть из народа, из уст народа своего времени, того времени, брал этот фольклор. Как понятие Божали получилось. Мы, в общем, после актерского факультета, молодой коллектив, жаждой на гастроли, хоть днем, хоть зимой, хоть ночью. В общем, и поздно ночью приехали с гастролей на Теречного района. Путь далекий, потом пока провожали, все. Поздно ночью. Подъезжаем в театр, в кабинете Хамидова горит свет. И оттуда доносится смех. Ну, прислушались. Вот. Оказывается, он наброски Божали читал Татаеву, министр культуры, и председатель совет, министр своих друзей, Гайрбекова, муслим. Прислушались, действительно, он сразу понял, окно открыто, что кто-то его слушает. Мы стали поневоле смеяться. Он тогда стал в образах читать. Что моему он играет очень как это выдру, что Божали, это гордые такие интонации,
Потом, это же ночью милиция, в общем, милицейские патрули ходят тоже. Что такое? Стоят и смеют. Тоже, в общем, зрителям стали тоже. Таксисты, я не знаю. И вот это, его голос гудел в сонном городе, в общем. И это было признаком, что будет спектакль такой. Что вложишь, вот, просто успехов и хороших спектаклей не бывает, если не вложишь душу. Абдулла Хамидович Хамидов родился в сложном 1920 году. Шла гражданская война. И, конечно, само время, как ничто другое, способствовало, чтобы в этом народе появлялись такие личности, которые могли бы перевернуть темновековое сознание горцев, принести в этот народ свет образования и просвещения. И не будет здесь высокопарным сравнение этих людей с мифическим героем кавказских сказаний Титаном Прометеем, который ценой своей жизни принес древним людям свет и тепло пылающего огня знаний. То, что Абдулла Хамидов и все его сестры стали образованными, заслуга их родителей, которые всеми силами старались привить своим детям любовь к знаниям, книгам. И он, Абдулла, с раннего детства знал и понимал, что только благодаря им человек может реализовать себя в жизни. Случай помог. Дело в том, что в моем отце с детства было заложено чувство лидерства. Мне рассказывали родственники, даже среди мальчишек, которых он играл, он был лидером среди взрослых. И дело в том, что не всегда послушным был, очень трудным таким. И дядя его, Саади Хамидов, он решил, в то время человек образованный, он повез его в Серноводскую и определил туда в педучилище, в школу работать, как училище тогда было. А вот там в училище он нашел то, что он потом по жизни стало целью его всей жизни. Там оказалась художественная самодеятельность, кружок. И его это увлекло. И он открылся как талантливый актер. Это его так заинтересовало, что он очень активно начал изучать драматургию, очень много читал. Он однажды сказал такую фразу: «Если бы меня, говорит, посадили в тюрьму, говорит, есть не давали, пить не давали, я бы, наверное, выдержал. Но если бы сказали, ни одной книги не заносите, говорит, в камеру, говорит, я бы там, говорит, док я конвейер. Чтение было очень важным, так сказать, заполнением жизни нашей семьи. Вот у него 5 сестер было, еще 1 брат был. И фактически большинство моих тетушек, они все закончили высшее образование, имели достаточно такие образованные, прогрессивные. И семья у нас была такая прогрессивная, что если, например, мой дедушка когда-то курсы ликбеза в селе закончил, тогда даже стариков этому обучали. Сколько я себя помню с детства, мы прожили в Казахстане почти все время вместе одной семьей, под одной крышей. Первым, кто получал газету на русском языке, «Советская Киргизия» называлась, получал обязательно наш дедушка. Он брал эту газету из почты, садился за стол, летний стол у нас был, и громко, по-видимому, он все-таки у него была дальнозоркость, отставляя газету далеко, по слогам он с удовольствием читал эту газету. Ну, так тяга у нас была большая к знаниям. С малых лет Абдулхамид Хамидов полюбил народный фольклор. И все благодаря деду Баче, который брал своего внука на все мероприятия, свадьбы, похороны, белхи, где, находясь среди вайнахов, мальчик впитывал в себя всю мудрость чеченского фольклора. Он слушал сказки, легенды, мифы, героические истории про героев нартов и смешные курьезные случаи из жизни сельчан.
Он знал наизусть множество сказок, пословиц, поговорок, прислушивался к речи старших и перенимал у них все, запоминал и заучивал. Его потянула вот эта художественная самодеятельность, и он понял, что раз самодеятельность, значит, для этого нужна своя национальная драматургия. И этому учиться надо профессионально. Да, профессионально. Это, собственно, его собственный талант. Вот тогда он еще, до нашего выселения, он уже переводил «Власть тьмы», «Коварство и любовь» у него. Эти пьесы были переведены. «Отелло» он даже попытался, переводил. Это время было занято вот такой работой. А уж потом это стало основой его фактически жизни. Читать, писать. Это, собственно, его талант в этом и открылся. В 1935 году дедушку Абдуллы Хамидова Бачу раскулачили и сослали в Сибирь, откуда он уже не вернулся. А в 1937 году арестовали дядю, заведующего отделом образования республики, который учил его, что только образование даст ему путевку в жизнь. И Абдулла Хамидов, тяжело переживающий утрату этих родных людей, все-таки смог поступить в Московский государственный институт театрального искусства, ныне знаменитый ГИТИС, где в группе из 40 представителей республики он был самым младшим. Это было время, когда в Грозном зарождалась светская культура, открывались театры, шли постановки, а народная культура из фольклора, благодаря нашим чеченским писателям, поднялась до уровня классики. На сцене чеченского театра ставились пьесы «Красная крепость», «Мекаш Мирза», «Адин Сурхо», «Этмат». Вот, кстати, и бесценные кадры этого спектакля. Уже с 1938 года обучались в ГИТИСе, Московском государственном институте театрального искусства, целая группа войнахов. Вот. Там же и Татаев, и Хамидов учились, и еще ряд будущих, в общем, актеров. Они готовились в 1941 году к июню прибыть на родину с отчетом, с отрывками из пьес, там, Отелло, Шекспира, Шиллера, «Коварство и любовь», ряд других. Причем они уже, эти пьесы были на чеченский переведены студентом Хамидовым. Тогда обнаружилось его стремление к драматургии и знание языка, все. Еще в Московском институте Абдулхамид Хамидов стал заниматься писательской деятельностью. Переводил на чеченский язык произведения российской и зарубежной классики: «Мещанин во дворянстве» Мольера, «Власть тьмы» Льва Толстого, «Отелло» Шекспира и ряд других. Однако его учеба прервалась в 1941 году. Началась война. Его срочно отозвали обратно в республику для работы в Национальном театре. И что в этой истории весьма странное, сразу же вместе со многими предприятиями, научными институтами и заводами из Грозного был эвакуирован русский театр, тогда как чечено-ингушский был оставлен работать. И причем приходилось нашим артистам выступать не только перед рабочими и колхозниками, но и на передовой. Артисты Чечено-Ингушского театра давали концерты в самых горячих точках Северного Кавказа, в Армавире, в Майкопе и в других. Им надо было поднимать боевой дух советских солдат. Вот, кстати, и кадры такого концерта в исполнении Махмуда Эсенбаева, который тогда являлся артистом этого театра. Русский театр был отослан в город Канск и работал в этих обстоятельствах только Чечено-Ингушский театр. Разделив на 3 группы, они
В общем, выступали среди военкоматах, больницах, на где-то границе ближе, действующей армии. Вот, с 18 по 23 июля они были командированы в Армавир, где с боями действовал Чечено-Ингушский кавалерийский полк под командованием Висаитова Саки Висаитовича. Путь был нелегкий, бомбили вагоны, кого-то из наших девочек там ранили, сгорели декорации, но была огромная радость для бойцов, которые они прибыли. Каждый номер, там, вспоминал Висаитов, принимался на бис. Вот. Иногда прерывались номера в связи с сигналом к бою. Когда приезжали, снова исполнялись. Играли возле леса, там, на полянке. Ади Сурхо, Храбрый Кикила, концертные номера. Вот. И несколько человек из филармонии были наши там. Большая благодарность, в общем, получили они, конечно, от бойцов. И, как они писали, эти выступления очень вдохновили. Первая группа выпускников Московского театрального института, его мужская половина, практически в полном составе ушла на фронт добровольцами. И практически никто из них не вернулся. Артистов не хватало. Некоторое время Абдулла Хамидов сам играл на сцене вместе с Вахой Татаевым, будущим министром культуры республики. За организацию этих военных концертов Хамидову уже в 1943 году было присвоено звание заслуженного артиста республики. Хамидов, он был очень одаренный человек. Он не только вот артист, он народный артист. Без грима, без всякого он играл роль. Генерал Алиева он играл, я помню. И мы бесплатно, конечно, почудили студенты, нам показывали. И других ролей я не видел, вот и роль свою играет он тогда. Хамидов, через него я узнал очень многих людей. Мухаммад Салах я через него узнал, я и Суисбеш. Оказывается, они были большие друзья. Цун газет, журналы, вот он снабжал их вот этими литературой, газетами, журналами Хамидов, этого Гадаева. В тюрьму ездил, да? Да, алды. Не, вельч, так эпожвол, ларючвол, ама инах бисмаца безерк. Инах. Вот эти первые наши дела махая гамат царь. Махая гамат царь. Хор мох мотватугаш. Атхил хума дацаро. Хамидовым все время руководил внутренний творческий порыв, который требовал чего-то большего, реализации его энергии, лидерских качеств. Так оно и случилось. Вскоре он был назначен директором театра. Ему тогда было всего 22 года. Тяжело приходилось в те времена. Одного за другим забирали в тюрьмы и расстреливали самых ярких творческих людей республики. Саид Бадуев, пьесы которого составляли практически весь репертуар театра, был расстрелян. Также расстреляли отца нашего знаменитого советского чеченского артиста Мусы Дудаева, Абди Дудаева. Дальше были Ахмед Нажаев, Шамсудин Айсханов, Магомед Сальмурзаев. Были арестованы и сосланы в Сибирь Арби и Магомед Мамакаевы, Халид Ашаев и многие другие. Мало кто решается сегодня озвучить, кто был всему этому виной. Знают и молчат. А это были их же коллеги по писательскому цеху, которые днем ели и смеялись с ними за одним столом, а ночью строчили доносы на более успешных, чем они, людей. Цитата. «Если бы я не знал тебя лично, — сказал как-то Хамидову один из высших чинов НКВД республики, — тебя давно бы сгноили в тюрьме из-за доносов, которые пишут на тебя твои же земляки». У творческих работников всегда бывает
как сказать, взаимные обиды. И вот это противостояние между ними, чувство зависти, все. После Божали отец авторитет поднялся еще больше, и все такое, все это. Но в Союз писателей болезненно воспринимали. Я не знаю, что там было, все. Как-то у них там было какое-то обсуждение в Союз писателей, что-то такое. Но отец пришел домой без настроения. Его мама сели, говорит, хадица, говорит, хилер, куду, говорит, ху саум хилер. А умадасы, Союз писателей, хабоху швармша. И что-то он задумался, и говорит, и марш дня. Совельч, цабал писатель, шхасхиятер, щене говорин, халхиер, юбош. Эти слова я никогда не забуду. А вот вы будете свидетелем, а простой народ тяжело это воспримет. Вот сума алариш не стелись. Ну, это вообще в искусстве это частое явление. И завидует, и влюбляется, и всякое. Человек самоутверждается, и он может ревновать тому, кому это удалось на высоком полете сделать. То есть это нормально считалось, да? То, что ну, это ревнивый народ. Это него. среди актеров, режиссеров, там, людей искусства, культуры бывает. Художники, вот мы видим. Это страшные вещи, когда на тебя пишут доносы в то время. Это да. Это могло для него плохо кончиться. Так 30-е годы из-за доносов Бадоева-то и писали близкие люди. Боясь за себя, если бы он не подписался, на него написали. А как отправили Ашаева и Магомеда Мамакаева? 13 и это все благодаря 18. доносам, да? Ну, конечно, это было. Это было страшно, да. Вполне возможно, что Абдулла Хамидов мог бы стать очередной жертвой завистников и доносчиков, но настал 1944 год. Его народ был выслан в Северный Казахстан и в Киргизию. Хамидов был предупрежден о грядущей высылке, и поэтому он был готов к этому. Каждый член его семьи уже держал наготове сумку с едой, теплыми вещами и документами. Он и других предупреждал, но мало кто верил в такое кощунство. Даже, вы знаете, когда нас выселили в 1944 году, в одном вагоне ехали Татаев, Базоркин Идрис, Музаев Нурдин и наша семья. Но если вы по истории помните, то когда выселяли сначала трудовую интеллигенцию, колхозика, сельскую среду, всю их выселяли. А интеллигенцию выселяли позже, боясь всяких провокаций. Когда мы туда приехали, а выселили нас в какой-то колхоз, совхоз даже был. Дом культуры устроился работать Татаев, избу-читальню устроился отец работать, чтобы быть ближе к книгам. Все близлежащих колхозов ездили в Джамбул, где их остановили. Они, эти люди, это все собирались на базаре, чтобы друг друга, родственников увидеть. Найти родственников, спросить, где же они, потому что это было страшное время растерянности. В разное время всех выселили. Отца кто-то увидел из родственников и спросил, говорит, «Сискал яхчметех качи ахайна?» говорит, «Сискал цахасун», говорит, «Бепик хач», говорит, «Да, что газетку карвардарщин». Тогда смеялись, потом это рассказывали. Вскоре вся наша творческая интеллигенция потянулась друг к другу. Все они стали собираться кружками и обсуждать проблемы народа. Кому помочь? Как помочь? Кому-то жильем, кому-то работой, продуктами, кому-то нужно было решать проблемы с законом, так как отношение властей к переселенцам было строгое, а местами доходило и до самоуправства. Тогда-то и осмелился Абдулла Хамидов написать письмо самому Сталину, где он описывал бедственное положение народа. Но письма эти не доходили до адресата, и это понятно, потому что подобные письма
изымались работниками почты на местах и уничтожались. Однажды Абдулла Хамидов рискнул передать письмо в Москву с помощью проводника поезда, который, конечно же, даже не догадывался о том, что он везет. Отец стал писать письма Сталину, разрешить открыть, организовать ансамбль песни и танца кавказских народов. Делал он это исключительно дипломатично, исключительно. Нигде не употребляя слово «сосланные», там, «репрессированные», этого слова не было. И даже я вам расскажу такое, что моя мама рассказывала. В почту, где-то в почту, не сбрасывалось это письмо. Они с отцом приезжали на вокзал, мама снимала косынку, отпускала свои косы, и почтовый вагон «Яц», она подходила к почтовому вагону и сбрасывала напрямик это письмо. И письмо до Сталина дошло. Дошло и разрешили организовать этот ансамбль песни и танца, значит, кавказский ансамбль песни и танца. Так, в 1947 году Хамидову дали добро создать небольшой коллектив и создать сборный ансамбль из числа артистов репрессированных народов. Они начинают выступать по колхозам, сельским клубам и домах культуры, поднимая дух людей своими песнями и танцами. Однако вскоре его заставили распустить этот коллектив. Когда мы были в ссылке, в 1946 году он организовал первый ансамбль песни и пляски. Туда входили и киргизы, и казахи, все, в общем, и единицы ночи. В том числе Марьям Айдамирова, Ганукаев Исита, Умар Димаев, Батукаев Харван. В общем, он все вот эти единицы уж собрал. Но, однако, успех был превеликий. Запретили. Самое интересное было и другое. У нас были фотографии из вот этих концертов. Этот концерт состоял из самых разного вида искусств. Это и чтение было, это отрывок из «Отелло», отец играл фотографии, у нас были разные песни разных народов, пели, танцевали, играли на гармошке. По-моему, там было 13 человек, и все 13 человек были спецпереселенцы. Это балкарцы были, это карачаевцы были. По-моему, там один был горский еврей, это самое, наши чеченцы, ингуши. Вот такой состав это был интересный. Ездили они только по колхозам и совхозам в округе. Один концерт разрешили устроить во Фрунзе, в филармонии. Филармония маленькая была, я помню ее. И вот мама рассказывала, на это представление, значит, на этот концерт собралось очень много народу. Видно, слава о том, что кавказский ансамбль, вы там не думали, что кто-то там из наших, и кавказских было достаточно, очень много народу. Когда концерт прошел, говорит, там, говорит, так аплодировали, и кто-то сзади, говорит, встал и кричал, видно, отца, что ли, знали, хлопал и кричал: «Хамидов, браво, бяха!» И это оказалось достаточно, чтобы больше не разрешили концерт. И очень скоро закрыли это концертное объединение. Все, на этом все закончилось. Светлана Тимирбулатова, жительница Шелковской, в прошлом директор музея имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Всю свою жизнь она посвятила поиску и собранию абсолютно всех сведений о чечено-ингушском театре, музыке, писателях, поэтах, ученых и актерах. Она создала уникальнейший архив, так называемый свой личный культурный фонд Чеченской Республики. Такого архива нет ни у кого. Все газетные статьи, очерки в журналах, программки, афиши, фотографии, личные письма, открытки. У нее есть все. О жизни и творчестве Хамидова написано, конечно, очень много. И то, что вы видите, вот эти рецензии
фотографии, иллюстрации, журналов, газет. Они, нескромно сказать, собраны мною 60-х годов. Ну, можно сказать, 67-го, как, опять повторюсь, познакомилась с актрисами, особенно Зулай Багаловой. И она мне очень помогла, давала фотографии, которые повторялись. Но позже я начала и о нем собирать, потому что Хамидова, такого Абдулхамида Глыбы нашей культуры, нашей республики, нашего чеченского народа нельзя забывать. И не то, что забывать, о нем надо еще лучше, еще красноречивее и, как вам сказать, работать поисками его творческой жизни. Материалом папки под названием «Абдулхамид Хамидов» уже более 60 лет. Здесь она собрала старые пожелтевшие вырезки статей самого Хамидова, его личные письма, сохранившие нам почерк нашего известного писателя. Насколько трогательны в них слова мастера. Вот телеграмма, которую он послал из санатория, где проходил лечение своей ученицы, актрисе Чечено-Ингушского театра Зулай Багаловой, ярко характеризующая его как человека, глубоко интеллигентного. Цитата. «О Ермолова», – пишет Хамидов, сравнивая Зулай Багалову с легендарной русской актрисой. «Сколько благородства, женственности и обаяния! Я счастлив, представившемуся случаю горячо поздравить вас с женским праздником 8 марта. Как вспомню вас, то почему-то тут же перед моими глазами становится образ Ермоловой. Нет, это не то. Убежден, если в мире будет открыт музей красоты, то первыми там будут портреты Зулай Багаловой, Майи Шавхаловой, Зои Минкаиловой и Нелли Хаджиевой. Боже, почему я не Пушкин, чтобы воспеть эту красоту, благородство души моих прекрасных актрис? Привет Юсупу, до свидания, Багалова. Учите роли и не опаздывайте на работу. Абдулла Хамидов, 2 марта 1967 года». Это действительно было время, взрастившее и воспитавшее благородных мужчин, истинных интеллигентов, для которых женщина – это воплощение добродетели, чистоты и материнства. Первым диктором, так скажем, сегодняшним языком, который передавал текст по радио коротких волнах. И я действительно тоже, у нас был магазин, я из Карасура, Ошской области, там родилась. И женщины собирались, и мы дети. Был кинотеатр летний во дворе, а от кинотеатра, этот летний кинотеатр заканчивался магазином, продовольственный магазин был. И в этом продовольственном магазине Катаев Алади, он уроженец, то есть жил здесь, в Шелковской, у него там был приемник, и все слушали. И вот я опять повторюсь, плакали женщины, музыку слушали, и сводки передавал он. Тогда это была очень солидная должность, директор театра. Он-то в конце концов потом его в обком забрали. Когда его забрали в обком, я вот по проспекту, бульвару Эсэмбаева сейчас шла, я была грустная. Он меня встретил. «Почему ты грустная?» Он спрашивает, «Тебя обижают в театре?» Я сказала, «Обижают». Он спросил, кто? Я сказала, «Кто?» Я не назову, это уважаемый тоже человек. И он мне говорит, «Не обижайся, я теперь работаю в обкоме, у меня есть время свободное, и я буду для тебя писать пьесы, и ты будешь роли иметь, на тебя буду писать». Я его услышала в Алматинское радио. Я в саду бегала, мне было лет 13, и вдруг радио, голос Хамидова. А он до этого приезжал. У меня дядя тоже был партийный работник. К нему приезжали солидные чеченцы, но это бывало в 2 года раз, наверное. И я этого Хамидова запомнила, потому что
его не запомнить нельзя. Он был солидный, с таким голосом. И вот это вот, наверное, тогда я и не знала, что такое мастерство актера. В нем актер сидел. И не слышать, не слушать его нельзя было. Все. А потом заиграла гармонь Демаева. Я бегала в саду, я не знала, что со мной произошло. Потому что дети, мы росли, ну что, чеченята нас называли, и как-то мы на чеченском языке не разговаривали в людях. Вот. А тут вдруг чеченский язык, чеченская гармонь. Что это? Я так и не поняла. А вот что-то внутри, наверное, на уровне генного состояния, вот это у маленькой девочки. Я прыгала, бегала, посоветоваться с кем нету. А это радио, там раньше радио было на столбе. И на всю станицу слышно было. Вот тогда я еще Хамида, а потом я его ждала неделю, 2 раза. Его голос, он мне запомнился. А потом, когда я пришла в театр, он уже работал в Питере, в Ленинграде. Первую студию выпускал, он их обучал чеченскому языку. И как папа он там был. Он и был нам всем папой. Всем был. В 50-е годы после смерти Сталина в участи ссыльных были приняты некоторые послабления. И самое важное достижение чеченской интеллигенции того времени – это создание в городе Алма-Ата редакции газеты на чеченском языке «Энхегаман Бейрак» «Знамя труда», которая открыла для нашего народа много новых имен в родной художественной литературе. Билал Чалаев, Магомед Эми Хаджалиев и Азамат Саракаев были профессиональными журналистами и переводчиками. В разное время в редакции работали поэты Нурдин Музаев, Арби Мамакаев, Хасмагомед Эдиев, Емлихан Хасбулатов, известная поэтесса Раиса Ахматова, а также журналисты Халид Магомадов, Ноха Магомедов, Абдул-Хамид Саламов, Хасан Мехтиев, Висита Адуев, Аббас Чекуев, Хамзат Джанхотов, Супьян Салсаев, Абу и Рабу Дадуевы. К их числу относится и имя Абдулхамида Хамидова, который тогда переехал в Алмату. Целым явлением в чеченской литературе стали опубликованные в 1955 году в газете «Знамя труда» сатирические рассказы Хамидова «Шапка Абу-Бешира» и «Платье туда, платье сюда». Отца назначили редактором радио мероприятий на чеченском языке 2 раза в неделю. Это было где-то в среду, в четверг, и потом, по-моему, в субботу. 1 раз 20 минут и 1 раз 30 минут. А где подобрать эти концерты? Где весь народ-то по всему Средней Азии, по Сибири расселен? И вот вплоть до того, что вот как-то говорили гуниадинг чеченский вальс Ишьяти, гуниадинг юка чеченский вальс Хельяти. Вальс написал Александров, композитор, который работал здесь до выселения. Музыка у него прекрасная, вы слышали. Чисто чеченский там идет мелодическая структура. Надо было заполнять-то нужно эти концерты. И вот отец сидел, и он ездил, приглашал наших бывших гармонистов, Димаева приглашал, Барзи Бауди, Цицкиева, тоже Барзивар, еще этот один звукозапись, Абдулла Хамнич. А у вас, говорит, гармонисты только, говорит, слепые бывают, и что мяч. У него, оказывается, голос даже был очень хороший такой, приятный голос. Он на гармошке играл и подпевал сам себе. И отец сел в кабинете, и эти 4 куплета «Зезек Дулбаса Лалепаш» тут же написал, и тот записал, и вот это. Потом уже эту песню все по колхозам, все по домам и исполняли, если на то пошло. Но самое главное другое –
В связи с этими передачами мы получали такое огромное количество писем, потому что их слушали все наши спецпереселенцы по всей огромной территории Средней Азии. Это. Вот такие огромные эти бумажные мешки отец приносил. Мы сидели, сортировали эти письма, которые наиболее интересны. Тоже все сгорело, к сожалению, больше. Там был такой, как вам сказать, патриотический подъем в связи с тем, что они слышали нашу музыку, слышали наши песни. И там же отец прочитал свой рассказ «Абу-Бишр». А Абу-Бишр, когда он прочитал? На радио, да? На радио. Когда он прочитал Абу-Бишр, это был массовый поток писем с просьбой. И причем писали так, говорят, передайте концерт Абу-Бишр, передайте концерт Абу-Бишр. Ну, что-нибудь все. Но очень восторженные письма были. Интересно, теперь в архивах есть запись. В Казахстане? Не запрос, я это рёс. Дела, я это родил. Вальс спела еще их народная актриса, казашка, Багланова. Да, Багланова, да. Роза Багланова. Роза, да. Она исполняла, да. Работу он сделал колоссальную там. Потом тут же, значит, возвращение домой было связано с тем, что, значит, отца тут же назначили будущего ансамбля песни и танца чечено-ингушского директором, в общем, собирали по всем этим районам, были огласка, приезжали, всех это самое прослушивали, просматривали. И туда приехал на этот просмотр Считайди Султанов в военной форме, молодой солдат, только что пришедший из армии. Такой энергичный он был, такой зажигательный был, молодец. Он дечки пандур лакаха шуактуаха гуньюсайза. Адхака, все он умел. По рассказам его современников, Абдулла Хамидов обладал уникальным чувством юмора и награждал своих литературных героев острыми выражениями, увиденные и услышанные когда-то где-то, собранные у народа. Его герои говорили голосом народа и становились реальными персонажами из жизни, такие родные и такие близкие. Работая в газете, Хамидов загорелся идеей создания народного ансамбля, собрал вокруг себя талантливую молодежь, и в 1955 году Хамидов набирает коллектив «Кавказский ансамбль песни и танца», который стал основой создания в дальнейшем ансамбля в войнах. Наступила оттепель, и Хамидов вместе со всем своим коллективом одним из первых возвращается в Грозный. В 1956 году мы уже восстановили республику, он опять собрал этих людей. Полгода его дома не было. По всему Союзу и концерт сейчас. Он же не хореограф, он не балетмейстер, он не композитор. Тем более он создал ансамбль. Казалось бы, театр дичан тёшду. Но он это не делал. Он был большим патриотом своей республики. Хамидов. Это же я знаю, я же свидетель этих дел. У меня до сих пор есть афиши, газеты. Ансамбль песни и пляски руководитель, главный художественный руководитель Хамидов Абдулхамид. Он был. Значительно позже, уже на базе Дин Шуманта, создали госансамбль в войнах. И вот Абдулла Хамидович, он, Татаев и, конечно, Гайрбеков, председатель Совета Минобороны, они сделали все, чтобы в первую, так сказать, очередь возрождения вернуть из разных районов Киргизии и Казахстана актеров. И одновременно шел набор. Скажем, группа там, для ансамбля посылали в Тбилиси, в Свердловск, там, журналистов. И тут же шел набор в театральный институт
на актерский факультет города Ленинграда, Ленинградский институт театра, музыки, кинематографии. Естественно, Абдулла уделил этому много внимания. Артист, педагог, руководивший еще свои даже 23 года Чечено-Ингушским театром. В те годы одним из очагов культуры, вокруг которого консолидировались национальные ценности чеченцев и ингушей, был Чечено-Ингушский драматический театр. Абдулла Хамидов не просто руководил им, а душой болея за развитие и возрождение национальной культуры, театрального искусства, стал одной из значимых фигур в республике. Прекрасно владея русским и чеченским языками, он переводил произведения видных классиков мировой литературы, такие как «Отелло» Шекспира, «Мещанин во дворянстве» Мольера, «Власть тьмы» Толстого. Все они были поставлены на сцене Национального театра. Хамидов из народа собирал. Это пьесы «Дакоч, Сакочи», «Абу-Бешир Эшли», «Гайрмсолти», «Яхкан Сай», так бережно язынцо синт эмбол олхозере. Ца пьеса язынцо. Лир боцеш эл, кица язынцо хампаша нурадиловлет. Сега цо мобо пролог юлуш. Он ще дагар ши шест дустиштец, ши халкан динч гулкс дустишту. Бешера вегнер це вегнедук, ши халкан гуктеш це вегнер. Шерах вегнер бешера. Негасен ши халкан гукш вегнер. Циндеш дукш. Пролог ехер волуш. По приезду домой Абдулла Хамидов сразу же начинает создавать театральную студию. И в 1965 году едет вместе с ней в Ленинград, театральный институт, где и сам становится преподавателем чеченского языка, который молодые юноши и девушки, выросшие в ссылке, практически не знали. Дальше он учит их актерскому мастерству и сам вместе с ними, экстерном, заканчивает свое образование, прерванное в начале войны. Его студентами были известные наши артисты театра Муталиб Давлет-Мирзаев, Руслан Хакишев, Нелли Хаджиева, Юсуп Идаев, Муса Дудаев, Зулай Багалова и многие другие, которые сегодня с благоговением вспоминают своего учителя. Когда актеры драмы, они всегда бедные по сей день. Мы ходили к нему занимать деньги в кабинет. Мы его жутко боялись, но мы знали, что он нам займет деньги. Он хмуро так брал блокнот, когда отдашь. И мы должны были назвать цифру, когда отдадим. Он никогда не просил, не говорил, никто не знал, что я, например, пошла к нему занимать деньги. Если ты в это время не отдашь то, что ты назвал, он больше никогда тебе не займет деньги, но он никогда и не напомнит. Ну, такой вот. И потом нас тоже, я, например, где-то к дисциплине он нас приучал. Он преподавал, потом он приехал со студии, студии Ленинградской, а у нас при театре трехгодичные, срочно нужны были молодые актеры. Вот в этой трехгодичной я и Дагун Амаев учились. Мы больше всех были заняты, играли со старшими. Хамидов нам преподавал зарубежный театр. Как он преподавал? Это невозможно было не слушать, не запомнить и не захотеть потом самому прочитать тот материал, который у нас тогда при Лермонтовском театре была шикарная библиотека, богатая библиотека, там все было. Вот он писал, у меня даже где-то есть в бумагах, я нашла записка, где он написал, чтобы мне выдали книги. На дом нам не всем давали, я молодая совсем была, но мне выдали. Государственный ансамбль танца «Войнах» Чечено-Ингушской... Благодаря Абдулхамиду Хамидову ансамбль «Войнах» вскоре становится одним из лучших не только на Северном Кавказе, но и во всем Советском Союзе.
50-е, 60-е годы 20 века – это время возрождения поруганной культуры и истории Чечено-Ингушетии. Люди, истосковавшиеся по родной земле, эшелонами, возвращавшиеся на малую родину, вновь обустраивались, творили и создавали. Вот они, чудом сохранившиеся кадры кинохроники 1957 года, где наша чеченская интеллигенция совершает прогулку по Грозному. Хамидов сразу же бросается в глаза своей дородностью, высоким ростом, своей истинно мужской благородной красотой. С ним идут корифеи нашей литературы – Арби и Магомед Мамакаевы, Халид Ашаев, Нурдин Музаев, Идрис Базоркин, Ахмед Ведзижев и другие. Он был как скала. Тауш Куцтауш так говорит. Они отдыхали в море, Каспийское море, Халебский, мне рассказывает. Сабелов, Халебский, Александр Михайлович. И он стоит, говорит, целое здание, волны, разыгрался море. И я, говорит, боялся. А он стоит, ни в чем не бывало, стоит и что-то пишет. Он подошел, говорит, Хамидову, подошел. Я сказал, Абдулла Хамидович, может, зайдем, ты что такие волны? Море работает, Эйлербор. То есть он был занят творческими делами. Значит, Хербель и Хорд, и Оскипер, что-то у него... Вдохновение. Это я. Что говорит? Абдул-Хамид Хамидов руководит ансамблем в войнах и ездит с ним по всей стране с концертами. Хамидов руководит и Чечено-Ингушской студией театрального искусства и ставит спектакли, которые театральные критики воспринимают на ура. Попутно он пишет книги, пьесы, стихи. Он старается успеть сделать все, что может. В 1959-1961 годах он возглавляет Союз писателей ЧССР. Кроме того, Ваха Татаев предлагает ему возглавить Национальный драматический театр. Уже в 1959 году ему было присвоено звание народного артиста ЧССР. В 1967 году на республиканском конкурсе художественных произведений пьеса Хамидова «Лир Боцуш», то есть «Бессмертные», посвященная подвигу Хампашину Радилова, была отмечена второй премией и дипломом первой степени Министерством культуры РСФСР. Бессмертному он очень, видать, долго готовился. Дело в том, что, будучи в далеком родстве, скажем, я часто бывал в доме, и семья раскрыла передо мной сундук архива его. Там и как репетиции о молодых актерах, режиссерах. Там наметки, такие черновики исторической песни «Тайми Бибвалти». Там наброски комедии «Сын Сутарби женится». Много статей, размышлений о народном творчестве. Все. И все это, представляете, в день бомбежки первой Грозного, в общем, все это сгорело, и вот это богатство. Коллектив, созданный Хамидовым, становится вскоре одним из лучших коллективов в Советском Союзе. Он визитная карточка республики. На всех подмостках сцены и мира он показывает невиданное доселе мастерство чеченского театра, танцев и песен. Это были лучшие годы для чеченской молодежи, когда создавалась уже третья волна чеченской интеллигенции. И эти годы заслуженно называют золотыми, когда народ старался наверстать упущенное, учился, работал, побеждал соревнования, сдавал пятилетки. И особенную активность в восстановлении республики проявила молодежь. Она горела желанием стать участниками всех великих событий. Строители, труженики сельского хозяйства, заводские рабочие творили экономику республики. Писатели, поэты, художники создавали произведения. Актеры, работники культуры своими творческими дарованиями поднимали дух народа. И в этих рядах был первым Абдул-Хамид Хамидович Хамидов. В то время
Вот это я всегда его называю настоящим временем, хотя сейчас тоже настоящее время, но время, когда люди довольствовались малым и были счастливы. Время, когда все дети там могли спать под одним одеялом на полу, на каком-то там, я не знаю, матрасе, а сейчас каждому ребенку нужна отдельная комната. Время, когда в любое время можно было без предупреждения прийти в гости, и что есть на стол накрывали, клали, делились. Какое-то время было, какие-то люди были, ценили жизнь, ценили, любили друг друга, прощали все. Ну, не знаю, я очень люблю наблюдать за вообще и старыми кинокартинами, и слушать истории о том, как было, что было. Вот сейчас наши актеры, которые играют Божали, Сутарби, Мэйму, там, Зулай, они у наших старших актеров, корифеев, спрашивают, а как было, а что это? И они спрашивают не просто о том, как вы играли, они вообще спрашивают, вообще, что было в то время. И они им рассказывают. Можно их часами слушать, слушать бесконечно. Они так вкусно рассказывают. Они бы вкусно не рассказывали бы, если бы так вкусно, тогда это все не было бы, вот эти взаимоотношения. А ведь тогда же тоже были проблемы. Жили же люди тоже тяжело. Но какая-то человечность, какая-то одухотворенность, какое-то жизнелюбие, человеколюбие при этом присуще было им. Несмотря на то, что были сложности. И побольше, чем сейчас. Бытовые какие сложности были, финансовые сложности были. Но что-то... Даже правовые. Правовые, но сейчас, но тем не менее, какую-то сложную проблему переводили в шутку. Я думаю, это черта нашего характера чеченского. Когда, чтобы не показать свою растерянность, мы переводим в шутку. И Бог нам помогает. Он много работал. Ночами писал трехтомник «История театра» и пьесу «Падение Божали». Это его последнее детище, ставшее апофеозом всей его творческой жизни, которое современники назвали сверкающим бриллиантом в шкатулке его произведений. Пьеса имела феноменальный успех у зрителя. Сплошные аншлаги. Такого триумфа чеченская драматургия не знала никогда. Герои спектакля «Божали» были известны каждому, так что крепко-накрепко срослись с именами артистов, которые их исполняли. Например, актрису Багалову на самом деле зовут Зулейхан, но она так и осталась в народе с именем ее героини – Зулай, и сегодня все ее знают как Зулай Багалову. Он этот спектакль, в общем-то, посвятил своему поколению, старшему. И исходя из их способностей, их внешних данных, он и написал эти роли для них. Но хорошая драматургия бывает, когда в театре драматург. Вот. А актриса, которая играла Зулай, она через 15 спектаклей тяжело заболела. Дальше она играть не могла. А кто выучит за день? У меня память была хорошая. Я за день и ночь выучила эту роль и поехала играть. Так она закрепилась за мной, Зулай, роль. А другие актеры. И очень жаль, что нету записи. Первых актеров нету записи. И потом у нас, конечно, все интересно. Этот спектакль нас кормил. Если бы в то время записывали бы книгу Гиннесса, то этот спектакль по числу, если в месяц, бывало в месяц, мы 30 дней, да, мы могли и 50 спектаклей сыграть. Бывало в день 2 раза. Мы уезжали в районы. Это, конечно, это... И мы все нас стали называть именами тех героев, которые мы играли. Вот так за вами закрепилось имя Зулай, да? Да, имя. Я Зулейхан, но Зулай тоже меня, другая бабушка. Но это имя закрепилось именно с Божали. Если актер играет роль и закрепляется имя, считайте, что этот спектакль удался.
А за нами, за всеми крепились имена. Сутарби вообще было нарицательное Да, имя. да, Любого жадину могли называть Сутарби. Да. Да, всех называли ими. Даже эпизод, кто играл, маленькие роли, их тоже по именам Божали называли. Ну, что поделаешь. Дел кел ю халхи тавахар дал гештольцу. А вот спектакль Божали с Мусой Дудаевым, он тоже Божали играл. А вот спектакль «Бессмертные», где есть красивые слова, им сказанные «Тхашарах вяхнер вяхна дук, шехалкан гулктеш вяхня, башарах вяхнер цавяхна дук, шехалкан гулктеш цавяхня». Он сам говорил, запись была по спектаклю «Бессмертные». Это как закадровый голос, да? Да. Вот спектакль начинался, Ханпаша Нурадила, война и все. Хамидов был любим всеми, и даже литературные критики восторгались силой и мощью этого человека, способного гнуть руками сталь. Таким же было и слово писателя. Он умел ладить с людьми, особенно с властью. К нему прислушивались, его уважали. И всегда писали о нем и о его творчестве только восторженно. Анализировались и высоко оценивались каждый его из рассказов, каждая его пьеса. Он написал немало стихов, переложенных на музыку, такие как «Терек», «Дещи», «Песня партизана» и другие. Затем последовали и другие сборники избранных произведений писателя. Последней была книга сочинений Абдуллы Хамидова «Лир Боцуш. Бессмертные», изданная в 1980 году, 12 лет спустя после его гибели. В нее вошли лучшие сатирические произведения Хамидова и лучшие пьесы, написанные в разные годы и поставленные на сцене Национального драматического театра с огромным успехом «Саудат и Дауд», драма «Девушка с гор», комедия «Божали», героическая драма «Бессмертные», о жизни и ратных подвигах героя Советского Союза Хампаши Нурадилова, сказка-фантазия «Синекрылая птица», сатирическая сценка «Тяжелый день Махсолты». И каждый из них имела свою сценическую, многолетнюю жизнь, вызывала восторженные отклики в сердцах зрителей и высоко оценивались литературной и театральной критикой. Дворец пионеров Бош. Ярк. Гала. Цунген мы студенты. Хавошо у Хамдиев у Маулад. Желаю леча у Тоханин Цадин васиш. Хадош чермою Адулу хадо чугуш вам будет полезно. Что это то преподавал. Это, по-моему, 68 год или 60. Иханюкой. Чудо, на чуах яттан, чуах нахбу, много людей. И с областного комитета партии, видимо, Хакаморштердер сидят. Помню, Зайндижа Валхану был в президиуме. Он был, Хамидов выступил. Был посвящен Мамакаеву Арби, это мероприятие. Ему посвященный был. Так, и он говорит, «Сун сахум алля, вэла хархума дюсердоуциха, цаатэ бях воч, ши халки даймахки безердоуцурк, хилик ан, халкхели сибрия арьянышка, набахта хершка, вэн нахдела, вэн уж битсба ешячун». Так, toen, так, графинте, хунтур, саму. Видимо, за президиум, а что? Так, то я тёрче, расты матадис богду. Это, так, уку хуэлер, ажла. Шаэлер, ты что эрдешь? Я уверен, не мы, его друзья, ни наш народ никогда не забудет таких сыновей, как Арбиэлер. Жор, шелташ. Хайна таджиб тагер, хай молодец, я алхал этен эрштио. Сунцунц это молодая женщина, идол зал и корк эрштиач. Хазрят. Президиуме аш мешхал ойтен дабар.
В знак протеста? Да, Тигр. Зенди висер, сайт бе Эрсану висер, üç висер вуш халату. Дабар. Meldik jester, медик эйлер мята Хамидовс идешеш. Чордик эйлер. Гасты маташин кезген кед эрдумёч. А наоборот чадин эпичатыр ша эйлер. Ни наш народ, ни мы не забудем таких сыновей, как он. Как Арбия. İşte gör, o da oluş var, smeli var, dönel oluş var, yah oluş var, şirhop diş var. Рассказы и пьесы Абдуллы Хамидова – это картинки жизни, увиденные глазами художника, описанные мастером чистым языком, с использованием жемчужин чеченского народного фольклора. Они безупречны по содержанию и композиции. Абдулла Хамидов был мастером острого слова, описания психологии и характера героев, знатоком сцены. Он же, можно сказать, по сути, и вырос на ней. تخندل شدون تعدادير زن خيتم خلدا قوسم دائما بيدشبو قيتش ايغان تعدو تخنا دق بوجعل نش خربو الخيت صون يا باسيبي انا знаю سونا سو مل اخزام بوجعل خيت بوجعل خيت بوغمود اسن استقال دا يخيش تعتدلهم سترول تسلو شتيت تسلو شولي تاقن تخندل خميتان الشي اسخيل блогерш حلوتسوي اللي تاع современный اس блогерш диктовать что هم حلاش اس شوي دات تاع полноценно ночью هم ждать ача сюга примерно хо современно ват ногу ол мохо со временем вох швац ол издукы Сухая бож айлу бог штек изду царчин побава Советский Союз новые технологии шо цивилизацию клуб шо дук шوي قزام نعداخ ديز بحث قاعد دقشار бож айлу цадиз бах бож айлин цадиз дела 44-й год а советский айдлу шиндинек цадиз إذا دق тонко ململ قيتم بالشول استجا تعقوش قيتم بوشو إيش نيسخدو استقيتر وش دكتونكا передать تعاون نجع سنة خميد وعبد الحميد دالسون جشتو يتغن ولش يتغن يازو شخيلشة دخودهم قيس بلي يازو درسوا سوق أنا تعدل كرتين شتيتو عمت شو تيجا فير ميج إناد يج يقيتو عم بالي يرسي إشي أصلاً إيديات إتشقي على ترحم دخهم إتو عم نسوي تيجا чтобы сохранить свою основную, да, цензуру прошли, как в этом советском фильме у Гайдая, где он ядерный взрыв добавил в финал, чтобы остальное ничего не подрезали. Потому что все акцентировали внимание на ядерном взрыве, а остальное никто не заметил. Это как красный флаг для быка. И умдюк, и делай танцуя, чтобы... И это все сохранилось сегодня. Да. И мы сейчас, наблюдая, читая пьесу, знакомясь с пьесой, мы понимаем, для чего это было дописано. Что это было как бы пропуск, чтобы... хотя бы что-то прозвучало. Тен шуньёйзи цахасон тен финале тахар бож айлс ол шол текстуи ароли ширгылкш оли оqso керл зам хил жгылкш керл хил диези цаху штилвели лисоли эруша оqso إذا رمز اسمع الله اتخن يازوش خلرق تخن ملا مارشو يقوان تخن يازوش خلسوش غير وقال يازو رياتشن فينال خير سنديل اويت اتيانا لا منيرين باو ولا что он всё-таки не оставил إذا هوني دينا شيء تاع إز أناليز شيء شقيالت إيش دعدي يرجعنا إنه نخشى قيت مقيتي تسوق Чтобы обессмертить имя Абдуллы Хамидова, достаточно было одной пьесы «Божали», которая стала поистине достоянием народа. На сцене Чеченского драматического театра она ставится и сегодня, почти 50 лет спустя после первой постановки. «Божали» – выдающееся произведение современной чеченской драматургии. Этой комедии «Божали» Абдулла Хамидов закрепил за собой имя одного из самых талантливых творцов родной литературы. Огромную популярность и признание получила эта чеченская пьеса, шагнувшая на сцену. Такого долголетия не знала ни одна пьеса ни чеченских, ни советских авторов. А наследие Хамидов дал, я же 49 лет жил. Это же для талантливого человека, это мало, это очень бедно. Он оставил
пьесы многоактные, «Девушка с гор», «Солдат Дауд», «Бессмертные», «Божали». Божали, сказать, самый долгожитель у нас, более 50 лет. Его ставил Харлип, ставил я, ставил Солцаев, в общем, и разные поколения. И на этом обретали актеры мастерство, но такой, входящий, как говорят, в золотой фонд культуры народа. Его ставили, вот в Кумыкском театре он идет тоже более 50 лет, представьте. На кумыкском языке, На кумыкском языке. Его ставил Мималт в Кабардинском театре тоже. В Лакском театре он шел. Еще какой-то из Дагестана в каком-то театре он шел. И это не то, которое назначаешь, и не приходит зритель для галочки, назначая, а действительно, вот как-то мы это Божале посетили там в Махачкале, в Кумыкском театре, это аншлаг был. Вот, он такой, и это значит, это классика, которая общечеловечна все. Завидная судьба, завидная слава. Никто не знает, что мы могли увидеть и вторую часть спектакля «Божали». Хамидов уже работал над ней, и были уже первые наброски пьесы. Мы потеряли отца, драматурга. А ведь там же были разговоры, что вторая часть будет Божали. Это уже будут дети Божали, Сутарби, я не знаю, но он, конечно, мастерски бы эту линию сделал. Вы пригородная, помните, там такой небольшой подъем был, там, пригород. Эцмета, горш халболши, это выходной день, на Волге, да. Они врезались друг в друга, и дядя его остался жив, хоть и раненый был, отец погиб. Что такое для человека 49 лет? Это самый расцвет его сил, опыта, знаний, его творческого потенциала, который он мог реализовать, но судьба распоряжается нами по-своему. Что творил Чечел, это было что-то страшное. Вообще, вы знаете, сом уже йогстагью я хил тезе тахила со Джима Вока велла, сол Джим Ваша велла. Боже, шлили нагдуй, это адинир точа. Тезе чайк в нашей трехкомнатной квартире. Мы туда потом переехали в трехкомнатную квартиру. Тезе оставили здесь. При обком партии Боков, там все, они попросили моего дедушки, Штвирт-Дамаар, пусть все простятся здесь. Вот 6-го, это 6-го. Это я, мать, у Качу, там врач, что-то страшное было. Слышу, кто-то, что-то упало страшное в коридоре. Ой, худут, и сосья ели. В обмороке упала Сардалова Зулая. Ее откачивают. Тхако молвал Темби Османи, Аддулла, еще один. И Шама, и КГБ Самсунгунова, пожилые мужики рыдают и плачут. Они шабич Сундякач. Димаева, старший сын, я кухнича, мамин укол и нин чуя на хышин, а что социально я посижу, на нюхе даёл шьяцер. И вдруг влетает Аймран, Аймран Олурцур, Саид Олурица. Он влетает, как он грохнулся перед матерью.
это что-то. То нахсится, что мы не это самое. Чечил, Денею Чечил, я не видела. Дверь же у нас открыта была, стояли там. Он бился о все стены, он уже величавин, вот хода. Он бился об все эти стены, и съест это было что-то страшное, что-то страшное. Ах, и Боков сказал, что Сандиан Витхар 7 числа оставили. У нас фотографии есть, когда его подвезли к театру. И долго Союзная Республика дух адам диарсик. Мел Белгорыш. И министры, и джудри сан гош баркуш вели. Отчел чувак я здесь теперь. Цика осмайдна. И майд алет. И хезен. Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкария, Черкизия, Гюржи Махкар, Россия, Бахкан, Белоруссия, Бахкан, Казахстане, Бахкан, Казахстане, о, дух адам дерсига, о, даял, сам цел, сосанер кичик кочер ватер, и ирдач, вот, сосын кошти. Играющих в Бож-Али актеров, молодые, старые, все ушли за ним. Остались в живых Давлет Мирзаев и я. А Рая Майма, ее мать играла Майму после смерти Маймы. Вот все, кто на первых ролях был, они все ушли за ним. Вот такой. Я даже видела сон, как будто мы на даче у Мамилова Суламбека, и он там. И мы по этой грядкам ходим, все ребята там кушать готовят. Он меня держит за плечи и говорит, ты должна остаться жить, и ты должна об этом говорить, о всех. Вот это я запомнила. Я после Лариды уже много говорить не буду. У меня творческие пути с Хамидовым связаны. Я помню этот страшный день, когда он погиб, когда весь город был в трауре, русские. Я удивленно смотрела, женщины все черные одели, русские женщины. Вот Ларида рассказывала, как плакали все. Мы в это время, театр был на Жиюрте, и они вышли на спектакль, и сорвала спектакль. Я сказала, как мы будем играть? Комедия была. Я сказала, я отказываюсь, я не буду играть. Ну, кто-то меня поругал, но я сказала, я согласна не работать, чтобы меня вообще исключили. Но в день смерти Хамидова я не могу играть. Абдулла Хамидович Хамидов прожил недолгую жизнь. Думал ли он когда-либо, что его творение переживет его на многие годы? Меняются поколения. Те зрители, которые первые в 60-е годы восторженно приветствовали спектакли «Саудат и Дауд» и «Бож-Али», теперь уже стали бабушками и дедушками. Сегодня в зрительском зале их дети, внуки и, возможно, правнуки, которые должны оценить новую постановку «Бож-Али». Сегодня открытие нового сезона. Пожалуйста, тишина в зале. Открывается занавес. Начинается великое искусство театра. Хамидов бесспорно классик чеченской литературы. Бесспорно его имя стоит в ряду
наших великих классиков Магомеда Мамакаева, Халида Ашаева, Зара Айдамирова, Магомеда Дикаева и многих других. И для меня большая честь быть причастной вот к его драматургии. Это для меня большая честь. Я, конечно, очень волнуюсь. Я очень волнуюсь, очень переживаю, но я знаю, я уверена, что наши актеры блестяще сыграют свои роли. Они будут другими, но они сыграют блестяще. И что очень приятно, что Зулихан Мутушевна Багалова, что Раиса Мауждиновна Гичаева, что Хамид Азаев, Амран Германович Джамаев, они все благословили наших молодых артистов на исполнение тех или других ролей. Это для нас очень важно. То есть, конечно, можно было раздать роли и работать, но то, что они благословили нас, поверили в нас, это придает уверенности и мне, и нашим артистам. И это уже по-другому играется. Ты знаешь, что тебе помогут. Тебя не критиковать будут, тебе будут помогать. Когда меня не станет, люди будут плакать. Им будет меня жалко. Потом они вспомнят мою пьесу «Божали» и начнут смеяться, утирая слезы. Так говорил о себе Абдулхамид Хамидович Хамидов. Так и случилось. Мы вспоминаем его, плачем и смеемся. Шутки, поговорки, пословицы из его произведений превратились в афоризмы, стали народными. Его творения – это достояние чеченского народа. Яркие картины, взятые из жизни того периода и описанные не менее колоритным и образным чеченским языком. Абдулла Хамидов прожил мало, но сделал для своего народа очень много. Он помогал ему расстаться со всем плохим, что у него было, с улыбкой, твердой волей и верой в лучшее будущее. И этим он заслужил истинную народную любовь, которая никогда не угаснет в сердцах людей.